Доброе утро, друзья! Easy Fashion. С вами снова я, Лейла, с канала «Как ты так у Лейлы». Друзья, сегодня для меня, конечно, было удивление, и я надеюсь, приятное, потому что я еще не знаю, что в этом ящике, я его не открывала. Как-то со мной на связь вышла моя подписчица, оказывается, давнишняя подписчица, и мы стали с ней переписываться по WhatsApp. И она мне сказала, что занимается продажей текстиля. Мы как-то разговорились. И она как-то так сказала: может быть, вы бы мне прорекламировали мой товар. Я говорю: хорошо, я прорекламирую. Но я не думала, если честно, что будет такая большая посылка, что она мне пришлет такие вещи. В принципе, я не знаю, что еще здесь, если честно. Тяжелая. Я послала сегодня Ибрашку на почту. Он пришел запыханный весь. Куда ты меня посылала? Главное, я говорю, хоть бы сказала, что большая, я такси вызвала. И притащила эту коробку, она действительно тяжелая. Притащила ее домой. Прям при вас я ее распакую. Она ее выслала буквально 4 дня тому назад. Друзья, вроде бы у нее на страничке хорошие товары. Я не знаю, что здесь будет. Посмотрим, но мне кажется, она все-таки слишком много потратилась для меня. Я думала, будет такая небольшая посылочка, чтобы я могла сказать, что у вас что-то есть, и показать страничку в Инстаграме. А она мне прислала этот подарок, друзья. Так что сейчас посмотрим, что это, а потом я вам скажу. Так. Сейчас без очков я не вижу. Ой, и очки здесь нет, очков нет. Так, читай. Тут у меня сегодня Ибрашка. И тут много вещей. Текстиль, покрывало, полотенце, постельное белье. Юлия. Вот и номер, и Инстаграм, имейл. Угу. Мы это все поставим в ссылке. Да. Все. Так, давай. Пусть пока тут полежит. Очки я оставила на кухне, не вижу. Так, значит, вот такой вот постельный комплект получается. Жаккардовый. Производство Турция. Королевский стиль. Смотри. Упаковка красивая, даже в подарок можно. Так. Так, вот такой вот комплект белья. Цвет красивый, как будто бы шелковый. Распаковывать я не буду этот комплект, потому что он двухспальный. У меня кровать полуторка, если честно, не двухспальная. Я ее просто оставлю в подарок. Но как только увидят мои дочки, точно заберут себе. А потом они будут пользоваться, и я скажу, какого они качества. Или, может быть, я открою, все равно дочкам отдам. Давай-ка я открою и скажу. Так, вот. Так, друзья, в комплекте, значит, 4 наволочки. Вот такие 2 квадратные. Швы очень хорошо сделаны. Прошиты очень хорошо. Качественно. И на ощупь такая приятная ткань, друзья. Сверху как будто бы она вот шелковая, а снизу уже как будто, не как будто, а обычная. Значит, 2 вот такие наволочки квадратные. И 2 вот такие вот продолговатые. Красивые очень, мне нравится. Так, значит, здесь вот такая вот простыня. Тоже, смотрите, на нем как будто рисунок там видно? Прямо на ткани такой рисунок. Прямо на ткани такой рисунок. Это простыня и вот такой вот пододеяльник. Тоже очень красивый. Смотрите, здесь и вышивка такая идет. Прям на ощупь такая приятная ткань.
Да и цвет красивый, мне кажется. Так, смотрим дальше. Ну, Юля учудила, столько вещей мне прислала. Так, это полотенце. Сейчас посмотрим. Так, ну вот такие вот полотенца. Вот, 3 штуки таких. Тоже можно в подарок. Это, наверное, лицевые маленькие полотенца. Очень красивые. Цены, наверное, узнаете у нее в Инстаграме. Вот это уже большое, чуть побольше. Например, для меня это хорошо. Вообще-то я не любила раньше покупать что-то через интернет-магазины, но мне сейчас уже надо будет заниматься этим, потому что у меня крайне редко получается выходить из дома, а покупать кое-что нужно будет. Так, это уже вот такой вот подарочный набор кухонных полотенец. Можно и подарить, можно и себе дома. Тоже мне нравятся недельки такие. Тоже симпатичный наборчик. Как раз Юля как будто бы угадала. У меня на кухне уже составились мои полотенчика. И вот такие тоже, вот, видите, подарочные. 2 полотенца на кухоньку. Тоже очень симпатичные. Я не буду распаковывать. Вот, вафельное такое полотенчико. Очень красивое. Спасибо, Юля, огромное. Тут еще большая коробка. Ну, это что, интересно? Так, я, по-моему, неправильно говорю, да? Да, а, вот. Вот. Ну, это, наверное, плед такой, как я вижу. Да. Да, вот, девочки, такой вот плед. Сюда вот закинем и покажем. Он мягкий какой. Прям укрыться этим пледом даже будет приятно, а не то, что заправить в постель или на диванчик кинуть. Очень красивый. И тоже, друзья, смотрите, и швы там очень качественно сделано все. Вот, нигде нет никакой ниточки. Смотрите, вот очень хорошие швы, красивые, никакой ниточки, ничего нет. Все качественно, все хорошо. И тоже можно подарить в подарок, потому что вот коробка такая тоже интересная, красивая. Можно кому-то в подарок. Друзья, я цену не знаю, надо будет посмотреть ее инстаграм. Я не подписана, вот сейчас подпишусь и буду знать. Так, значит, это тоже, наверное, пледик такой. Интересный. Давай его тоже распакуем. Раз нам его прислали. Буквально за 4 дня пришла с Волгограда посылка, друзья, в Ингушетию. Очень быстро. Ой, какой красивенький. Интересный такой, друзья, мягкий какой, в действительности. Очень мягкий, очень приятный на ощупь. Плед такой. Вот так вот. Вот. Ну, наверное, один одной дочери подарю, а другой дочери, чтобы не было обидно. А то будут мне говорить, ты ее больше любишь, как всегда. Ну, выберут сами, какой им больше нравится. Юлечка, огромное тебе спасибо, конечно, мне очень приятно. Мне не хотелось бы, чтобы ты прям так много тратилась на меня. Но спасибо. В следующий раз, конечно, я буду уже сама заказывать то, что мне надо, за деньги. И огромное спасибо. Друзья, я надеюсь, вы зайдете на ее страничку. Ссылку на ее страничку я оставлю у себя в описании. Ну вот, как-то так. И огромное спасибо Юлии. Я даже не знаю, я в смятении, потому что я не думала, что будет так много вещей. Так, наш Моська обмывает наше покрывало, наш плед. Хозяину, конечно, нужно все самому. Вот. Если бы там было плохо, Моська бы наш не лег. Обычно кошка же не ложится на плохое место. Знаешь, Моське понравился товар Юлечки.
Юля, больших тебе успехов, удачи, чтобы у тебя было много-много заказчиков, я надеюсь. Ну вот как-то так, друзья. Пойдем. Что это? Друзья, доброе утро. Эрдик Хелшин. Так, на малину нарвалась аишка. Нам опять перепадет. Во-первых, аишки перепадет, что высыпание будет. А во-вторых, от аишки от Мадины перепадет и брашки, что накормил. Ну и бабушки, что не посмотрела. Аишка фи, аюр меня. Хаал фис. Аиша. Аиша. Хаал? Аишка хаал фи. Фис меня хаал. Малина. Хаал. Аишка. Аиша. Вот. Пока камеру не включу, чирикает, как не знаю. Малина, малина. Как камеру включила, вот не скажет ничего. Хаал, Аишка. Аишка малина. Мечай малина хахукун. Аишка. Своя малина, и нельзя ребенка покормить, жалко. Аишка. Прохладно сегодня, конечно. Хоть и солнышко, но прохладно. Аишка. Пойдем? Пойдем? Не пойдем? Ага, Аишке еще надо. Хаал физ, Аишка. فيز ايش حقال حيو يلي حيحكي لي يلي سر بيدي حيحكي لي حيحكي لي حيحكي فيز حقال فيز حمامة حيحكي فيز ايش малина ал. Ну иди покажи, есть там, раз привел ее. Есть там, покажи. Хаву лёхок, покажи ей. Все сорвали? И тут нету нигде. Надо эти кустики подвязывать нам, пересадить и подвязывать. Я не знала, что, в принципе, чтобы они вот так вот на землю не это самое, не падали. Хаду лужиша, хаю чуть-чуть, хейль. Вон она уже зеленые ест их. Нет, Аишка, нет. Не, серватина. Вот так. Хози, Аишка. А? Вкусно? Вкусно? Да. Ну, хоть да, сказала. А мама еще нашла. Не. Вкусно? Да? Да. Ты, маме, золотой человек. Человек. Аишка. Мама и человек, видишь? Золотой? Да. Не пойдем? Не хочешь домой? Хайли чедох. Хайли. Агажешь няма-няма алдохови? Пойдем кормить гусей. Пойдем? Долхови? Не хочет. Аишка малину хочет, но малины больше нет. Аишка малина куять нету. Ять ал. Аишка хайзу. Ять ал. Аишка. Зависла. Аишка зависла, да. Аиша, пойдем. Халдал долхови. Пошли танцевать. Так, Аишка всю малину оборвала. Аишка, аж бизи? Бизи? Хочешь яблочко? На. О, Аишка яблочко сорвала. Тут несколько штук на дереве осталось. В этом году, конечно, урожай неважный. Из ограда, я уже повторяюсь. По-моему, 100-й раз. А айва все-таки вся упала, да, Айбрашка? Ну, хоть штук 10 было. Вся упала. Аишка, ну тебе кролик, да хакал бы кролика, да хакал. Дай морковку. Дай морковку, Аишка, дай. Вот так, Аишка кормит. Кормит кролика. Да твой их, да твой. Ну чей кролик, Аишка? О, кролики отвернулись. Дай им вторую, дай они вон между собой. Вася, Вася,
Иди, Жаус, Аишка. Кролик вел няма-няма, Аишка вел няма-няма. Жуали? Аишка яблочко есть и кролик морковку есть, да, Аишка? Да? Да. Друзья, ну, мои старшая дочка и внук вчера уехали. Сегодня мы с Аишкой тут бегаем, с Аишкой да и Брэшкой. И решила, вот к обеду девочка возвращается тоже сюда снова, Аишкина мама с работы. И приготовить ей обед. Смотрю, курочек вроде бы нет у меня, но меня просили, я поэтому готовлю, если честно, просили показать подливу галушкам. Ну, заодно думаю, давай-ка я приготовлю что-нибудь, ну, именно вот галушки у меня есть. И приготовлю эту подливу с галушками. Курочки не было, отварила уточку. Ну, мы и уточку отвариваем тоже так же. И по ходу, и Брэшка заходит тоже, говорит, мам, ко мне ребята пришли, а нам будет, я говорю, ну, уточки вряд ли хватит, знала бы я 2 бы сварила. Но у меня есть вареное мясо, друзья, по секрету. Я мальчикам разогрею вареное мясо, а подлива и галушки нам хватит. Так что вот хочу сразу вот показать. Я не установила штатив. Ну, вот просто хочу показать, что вот это подлива к галушкам. Значит, отварная картошка, отваривается картошка и делается вот такое вот пюре. Так, и вот что я вам покажу. Теперь надо подлить бульончик в этот, ну, в пюре. До такой, знаете, консистенции, как вот густая сметана, чтобы получилось. И перемешать хорошенечко. Сейчас я покажу вам. И вот, друзья, вот такой вот консистенции должна получиться наша подлива. Видите? Ну, учтите, вот я сейчас только что налила бульон и разбавила, он вроде бы вот жидковат. Через какое-то время он становится чуть-чуть погуще. Но сразу жидким не делайте. Посмотрите, там, ну, минут 15-20 постоит подлива. Если она вам кажется слишком густой, вот тогда можно подлить бульончик. Я вот тщательно еще не размешала. Нужно тщательно размешать, чтобы не было комочков, чтобы было вкусно. И еще одно. Я пробовала делать пюре блендером. Блендером невкусно получается. Слишком нежно и невкусно. Лучше делать с картофеломялкой. Так, и теперь вот сюда нужно залить нашу зажарку. И вот, друзья, зажарка наша готова уже. Теперь только ее перелить. Переложить в кастрюлю с пюре, которую мы развели бульончиком. И я добавила черный перчик немножко, можно красный перец, кто как любит. Вот зажарку я добавила в нашу подливу. Вот такая она, видите. Теперь положим немножечко лаврового листика. И минут 5 на медленном огне немножечко потомим. Можно добавить сразу же даже зелень. Особенно подходит сюда зелень укропа. Ну, можно и петрушку с укропом. А потом можно еще и при подаче тоже сделать, ну, посыпать зеленью. Вот и все, друзья. Это наша подлива к галушкам. Как говорится, был халтумиш. По укропчик раскидала. Теперь будем ждать, пока придет наша Мадина. Еда уже готова. Эта кастрюля у меня стоит для галушек. Сейчас закину галушки, как только она позвонит, скажет, что едет домой. Ну, этот процесс я уже показывать не буду, потому что все это есть. Просто меня, еще раз повторюсь, попросила одна подписчица показать именно такую подливу. Томатной подливы мы к галушкам не делаем. Никогда не делали. Я лично не делала, не знаю. И, по-моему, я не знаю, по-моему, ингуши не делают томатной подливы к мясу или с галушками. Ну вот, друзья, обед мой готов. Я не буду показывать накрытый стол уже, если честно. Значит, уточка, вот моя уточка и галушки. Будем кушать мы. А для мальчиков я разогрела мясо. У меня была говядина
вареной 2-3 дня тому назад. Я ее замораживала, оставалась у меня. И вот, просто я не рассчитывала, что будет еще 3 мальчиков. Вот 3 мальчиков пришли к моему сыну. И мясо, и галушки еще варятся, если честно. Будут для мальчиков, короче. Ну, вот так вот быстренько сняла, чтобы вот я показывала именно чисто для того, чтобы показать, как делается эта подлива галушкам. И, друзья, вот к подливе, картофельной подливе обычной, к мясу, курицы, курки, кто любит, подается вот такая вот чесночная еще подлива. Вот так вот разминается чеснок в чеснокодавилке, добавляется соль и немножечко холодной водички. Все. Кто хочет, может налить сюда немножечко, кто хочет, может так и к себе переложить, и тоже так макать. Может в бульон закинуть, с бульоном. Не все любят иногда и картофельную подливу. Едят с бульончиком. А вообще блюдо вкусное, друзья. Так что готовьте, ешьте и будьте здоровы. Я надеюсь, я как-то объяснила вам понятливо, что и как.